Вот такими мы были. Маленькими, неуклюжими, послушными, шалунами, серьезными, рассеянными, внимательными, непредсказуемыми, наивными, искренними, разными, но всегда очень любящими вас, наших родителей. Мы стараемся вас не огорчать, но часто это у нас не всегда получается. Мы решили поразмыслить над этим вечным вопросом. И вот, что у нас получилось. Когда я еще в колыбельке, да и потом. В первый год жизни родители великаны, а я маленькая козявка. Я полностью завишу от родителей. Они для меня добрые волшебники. И вдруг я слышу упреки, крики, которые относятся ко мне. Я еще не знаю слов, но эмоции мне уже понятны. Я плохая, вы хорошие. Но когда мне еще нет года, разве я могу что-нибудь сделать неправильно? Да, обмочила пеленки. Но разве это неправильно? А что мне прикажете делать? Вы меня шлепаете, а потом вдруг заласкиваете. Когда мне 2-3 года, вы все время от меня чего-то требуете. Я медленно одеваюсь, и вы снова кричите. Но я не могу быстро одеваться, ведь я еще маленький. Я начинаю плакать, и вы меня успокаиваете. Когда я смеюсь, вы тоже радуетесь. Я вроде бы ничего особенного не сделал, а вы меня то ругаете, то хвалите. В общем, я ничего не могу понять. Да, вы обо мне заботитесь, но не думайте, что детство – счастливая пора жизни. Мне кажется, что я в рабстве у вас. Такой, какой я есть, я вам не нужен. И вы заставляете меня делать не то, что мне хочется, а то, что нужно вам. И я стараюсь к вам приспособиться. Из-за этого мне становится тяжело жить. Ведь жить нужно в соответствии с собственной природой. Вы-то, дорогие родители, уже понимаете, что такое гармония с самим собой. Но тем не менее, я получаю очень много хорошего от вас. И поэтому мой первый вывод – я минус, вы плюс. Я стараюсь стать таким, как вы. Я еще не знаю, что и вы тоже в свое время были непонятны своими родителями. И поэтому не осознаете сейчас, что мучаете меня. Я вас люблю и не могу жить без вашей любви. Но ведь когда я веду себя хорошо, вы вообще не обращайте на меня внимания. Когда я начинаю болеть, шалить, и вы снова становитесь внимательными ко мне. Вот почему лет до 14 я часто простужаюсь или нарушаю правила поведения. Потом-то я найду любовь в другом месте. Но болезнь может стать хронической, а мелкое непослушание порой перерастает в преступное поведение. Дорогие мои родители, знаете ли вы, что те переживания, которые дают любовь, можно испытать с помощью приема алкоголя и наркотиков? Знаете ли вы, что дети, лишенные любви, часто становятся алкоголиками и наркоманами? Напрашивается практический вывод. Когда я болен, ты должен получать только лечение и уход. На мелкие шалости лучше не реагируйте. По возможности старайтесь принять участие в моих играх. Конечно, все это я пойму потом. А сейчас я лишь понимаю, что если нет поглаживаний, то пусть будут хотя бы пинки. Мама, каждый день вы пишете мне сценарий, который мне уже потом не изменить без посторонней помощи. Именно сейчас у меня образуются отношения к людям. Сначала я думал, что я плохой, а вы хорошие. Настроение у меня от этого подавленное. Я стараюсь вести себя лучше, быстрее одеваться, аккуратнее есть, но у меня ничего не получается. А вы ругаете меня. Конечно, все это я потом забуду, но эмоциональная память остается. Наконец, круг моего общения расширяется, я иду в школу и очень надеюсь, что там меня поймут лучше, чем вы. Но учителя заставляют меня решать задачи не просто правильно, а именно тем способом, который они считают правильным. Мои дорогие родители, намерения у вас благие, но, как известно, ими услана дорога в ад. Конечно, вы хотите, чтобы я вырос хорошим человеком, но кроме хотения, нужно и знать кое-что. Например, запрет придет к тому, что именно это я и буду делать. Вы заставляете меня читать, я противлюсь. А вы попробуйте мне запретить. Что надо? Что ты такой непослушный? Вы говорите, что я непослушный? Да я очень послушный. Я так нуждаюсь в вас, что готов выполнить все ваши требования. Но знаете ли вы, чего хотите от меня? Знаете ли вы, что в инструкциях должны быть не только слова «нельзя», «запрещено» или какие-либо утверждения? И вообще, лучше положитесь на мой здравый смысл жизни и поменьше меня дергайте. Пожалуйста, не запрещайте, а научите меня пользоваться спичками, ножом, газовыми или электрическими приборами. Иначе в будущем я испытаю большие неудобства. Когда вы говорите «тебе еще рано пить», это означает, придет время, и ты должен будешь пить?
В 16-18 лет я четко выполню вашу инструкцию. А ведь сейчас я совершенно этого не хочу. Когда вы говорите, что мне еще рано встречаться с девочками, я слушаюсь. Но, во-первых, если хочется, то уже не рано. А во-вторых, куда мне деть свои проблемы с общением? Алло, да. Да, смогу. Хорошо. Ладно. Я очень нуждаюсь в вас, в вашей любви, внимании, понимании и заботе. Но иногда ваша забота хуже преследования. Чрезмерная забота меня погубит. Я войду в взрослую жизнь без навыков самообслуживания. И как мне выживать? В семье не смогу рассчитывать бюджет, вести хозяйство и так далее. Может быть, в процессе жизни я чему-нибудь научусь, но... А вдруг нет? Слова. Он тебе не пара. Что значит не хочу? Что значит не могу? А ты через не могу. Встал и сделал. Улыбайся. Улыбнись нормально. Ну не кривляйся. Это когда вы пытаетесь круто сфоткать. А слова надзирателя? Спать. Ты оденешь то, что я сказала, или мы никуда не пойдем. Пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Не сутулься. Я с кем разговариваю? Ты мне еще спасибо скажешь. Ты наказан. Веди себя нормально. Вечно у тебя все из рук валится. Эти слова приводят вот к чему. Потому что мы начинаем думать о себе голосами наших родителей. Мы не идеальны, но очень любим вас. Любите и нас такими, какие мы есть, а не идеальное представление о нас. Мы не хотим быть принцами и принцессами, у которых есть, казалось бы, все, но нет понимания того, что с нами происходит. Нет собственного мнения при принятии решений, нет доверия. Мы так хотим, чтобы вы верили нам и понимали нас. Ведь что такое счастье? Счастье – это когда тебя любят и понимают. Дорогие родители, не подумайте, что в этом видео мы хотели обратиться к кому-то конкретно. Нет, мы пытались создать собирательный образ ребенка и родителя и обратить внимание на проблемы, которые есть у нас всех.